Ассаламу алейкум. Добрый вечер. Приветствую всех. Добрый вечер. Приветствую всех. Сегодня 26 апреля 2021 года. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Сейчас 21:30 по Берлину и, соответственно, 22:30 по Джохару. Приветствую вас, друзья, еще раз. Так. Как меня видно? Видно вроде нормально и слышно вроде нормально. Итак. Всех приветствую. Аслан Керимов, алейкум салам. Аслан Лорс, алейкум салам. Леча Дадаш, Машвоваль, Андрей Пляскин. Приветствую тебя. Хамзат Гилаев, алейкум салам. Асланбек Тутаев, алейкум салам. Марна Школбалшу, Дуэль Масера. Как-то так. Лит Аллаху Акбар. Приветствую. И тебе доброго вечера. Адам Польш, салам алейкум. Алейкум салам, Адам. Ник Ников, алейкум салам, Максим 1. И тебя мы рады приветствовать. Так. Что у меня тут? Рад буду отвечать на ваши вопросы. Ну и расскажу вам сегодня об основной теме, которую я сегодня хотел бы затронуть. Салауди Саидов, Машволь, алейкум салам, Дима Бимбат, шалом, шалом, Дима, приветствую тебя. Ни гвоздя, ни жезла, Дима, тебе. Так. Что я вам хотел рассказать. Так, давайте сразу перейдем к новости. Есть такой депутат латвийского сейма Анис Домбрава. Он 22 апреля у себя в Фейсбуке разместил пост следующего содержания. Если мы хотим предотвратить новую российскую агрессию против Украины, то западным странам недостаточно включать новых российских чиновников в санкционные списки. Западные страны должны действовать более решительно, отказаться от строительства газопровода «Северный поток» Германия-Россия. С другой стороны, если Россия нарушает суверенитет Грузии и Украины и признает Абхазию, Южную Осетию, Луганск и Донецк, то я не вижу причин, по которым западные страны не могут признать Чечню, Якутию и другие страны, входящие в состав России, заявил уважаемый депутат Янис Домбрава. В связи с этим я сделал у себя тоже пост, обратился к Янису, пока он не увидел, не отреагировал на мой пост. Но у нас тут появилась такая идея с Андреем Курочкиным провести вот с Янисом интервью, пообщаться на эту тему, и будем поднимать этот вопрос, так как признание нас как государства, для нас это важно в первую очередь для того, чтобы соблюдались наши права, чтобы мы могли их цивилизованным путем отстаивать свои права в международных институтах, в которых нам, как бы сейчас пока отказано в этом праве, к большому сожалению. Но, как говорится, пока этот палец не пробьет дверь в кабинет высокие кабинеты чиновников международных, будем стучать этим пальцем
до того, пока нас не услышат. Будем призывать обратить на нас внимание. Другого выбора у нас нет и быть не может. К большому сожалению, мы находимся вот в таком, скажем, прямо плачевном состоянии. Далее, атака на мой канал не прекращается. Был день или два, когда казалось, что вроде бы они отстали. Но с новой силой они начинают опять скручивать подписчиков, убирать комментарии. Наши видео запрещаются на территории фашистской России для просмотра. Как и канал запрещен, так и отдельные видео запрещаются. Но это говорит о том, что мы все делаем правильно и будем продолжать в том же духе. Друзья, задавайте свои вопросы. Давайте поговорим. Так, Ичкерия, это не просто депутат, это красавчик Анис Дембраво. Янис Домбраво. Валейкум салам, Нью Горизонт, всем салам, салам Нью Горизонт, Мурат Хамзин присоединится к своим волкам. Присоединился Мурат, приветствую тебя в волчьей стае. Маждада, ассаламу алейкум, доброго вечера всем. Приветствую всех свободных и справедливых людей. Ва алейкум ассалам, Маждада, Машвой. Ва алейкум ассалам, Маш, говорит Хамзат. Билли Джин. Аслан Машал, Духюк Аслан, думаю, Мансур Старый знал больше о Тузике, чем успел сказать. И Мансур, скорее всего, раскусил Тузика. Да, мне Мансур много чего рассказывал про Тузика. Мансур был очень, на самом деле, при всей своей открытости, благородстве, наивности, да, благородство, оно граничит с наивностью, когда ты, просто по-другому невозможно, если доверять человеку, то ему надо доверять. За это он поплатился жизнью, конечно. Но при всем при этом Мансур был очень проницательный и очень неплохо разбирался в людях. При всем при том, что у него иногда бывали нервные срывы и так далее. Много что можно сказать по этому поводу. Но он знал много людей, его брат погиб, сражаясь против русских оккупантов. И именно в этой среде, знаете, вот та среда наших воинов, она на самом деле такая закрытая группа. Их не так много на самом деле. В первую войну вообще воевало 2-3 тысячи человек против России. И вот это имя, вот это громкое имя сделали вот эти 2-3 тысячи человек чеченскому народу. На весь мир о них узнали. Гибли они, конечно же, предавали их и так далее. Но это единственная вот та группа людей, которая вела наш народ за Дудаевым вместе, потом Масхадовым, вела его к свободе. И у них такое братство между собой есть, у них такое это братство. Но именно кто воевал, никто вокруг много были политики вокруг этой войны, были журналисты и так далее, а были вот эти рабочие лошадки, на которых все тяготы этой войны. В первую войну у нас было 13 братьев, если я не ошибаюсь. Ой, твош, они в одном месте погибли, сражаясь, не отступая, бились, все 13 братьев погибли вот на одном этом участке, там, в боестолкновения, где они приняли бой. И таких семей у нас очень много, но относительно много, если исходить из того, что всего их 2-3 тысячи человек воевал. И это большому, да, были люди, которые принимали в одном боестолкновении, в 2 боестолкновениях, а вот именно вот рабочие лошадки, на которых вот эта вся тягость этой войны, все бремя этой войны было, их было не так много. И эти люди и в первую войну сражались, и после этого не претендовали на власть, ничего они не хотели только свободной, нормальной,
цивилизованной, честной, некоррумпированной и так далее страны. И потом, когда началась Вторая русско-чеченская война, эти же люди вышли и продолжали вести эту войну. Во Вторую войну чуть больше, конечно, к ним присоединились люди, по разным причинам присоединились, кто-то искренне, кто-то по другим каким-то мотивам. Ну и потерь, конечно, было во Вторую войну у нас больше, как среди мирного населения, так и из тех, кто со стороны, кто воевал. И здесь, в Европе, они тоже есть, эти люди. Эти люди, эти офицеры, которые перенесли, которые похоронили 2, 3, 4, 5 членов своей семьи, 10, 13 членов своей семьи, которые сражались, как говорится, не на жизнь, а на смерть. И Мансур, Имран Алиев, Мансур Старый был одним из них, одним из этой семьи. Его брат был из этой группы людей. И Мансур очень много знал, получал достоверную информацию и так далее. Поэтому про Тузика я все сказал. Они еще можно добавить только то, что вот они сейчас раскручивают, да, там ко мне на сайт некоторые заходят. В основном сейчас Тузика поддерживают и только его эти русские люди. Или там полностью психически нездоровые, не умеющие абсолютно никакой анализ делать люди, верящие только словам. Ну, я надеюсь, среди них порядочные люди тоже есть. Некоторые у меня на канале и извинялись, когда сперва называли меня там каким-то доносчиком. После этого, когда я им показывал ссылку или там цитату из интервью, где Магомед Гадаев сам рассказывает, что в 16 лет взял оружие. Я у себя на канале это тоже показывал. Но вот они таким образом продолжают на нас говорить. Есть еще одно видео на канале Анзор Вен. Я вам буквально несколько минут дам его послушать, о чем тут говорит. У этого видео 48 тысяч просмотров. Это видео залито 10 сентября 2020 года. Вот вы можете посмотреть. Ну, вы видите, да, вот 10 сентября написано. 10 сентября. Нохчи Ичкерия называется канал. Вы все можете пойти на него и посмотреть. Это видео не удалили. Есть ссылка. Вот давайте буквально несколько минут послушаем, что говорит Магомед Гадаев, которого я раскрыл и сдал его кадыровцам. Странно, конечно, что я его сдал кадыровцам, а не русским. Ведь если он воевал против русских, то русские его должны были в первую очередь задерживать, потому что он первый соприкоснулся в аэропорту с ФСБ, пограничниками ФСБ, но его почему-то они не тронули. Не знаю почему, и наоборот, его русские правозащитники защищали и передали его кадыровцам, но это не важно. Важно то, что очередная ложь, очередной вот этот треп лживый этих мерзавцев, он продолжается. Но мы будем разоблачать. У меня есть еще много информации, у меня есть свидетели того, что Тузик работал тогда еще на российские спецслужбы. У меня есть информация закрытого характера, которую я пока, к сожалению, не могу говорить. Есть видео, фото, другие вещи о его нравственном положении, да, несмотря на то, что я сам не могу сказать и с самого начала говорил, что я по воде не хожу, не святой я человек, но если ты людям рассказываешь про шариат, там, выводишь людей из религии, там, из-за того, что кто-то там станцевал или еще что-то, то самому, наверное, надо соответствовать этому. Но
этот подонок и мерзавец, которого обучили, подготовили и заслали сюда, чтобы нас представлять какими-то исламистами и каратистами, которые по факту уже сделали нас, нашу республику сделали такой вот исламистской, да, они призывают убивать людей, находясь, официальные российские чиновники, Адам Демельханов, Кадыров, Лорд, Мор, там и другие вот эти Бутылкины, призывают там за пророка отомстить. Вот сейчас на Францию вот эти делаются набросы, нападки. И вот продолжается. Вот давайте сейчас вернемся, закончу сейчас мысль. И вот это продолжается все. Продолжается в этом же русле. И никто из нас не против мусульман. Наоборот, мы защищаем мусульман, мы помогаем мусульманам, но защищаем, помогаем не только мусульманам, да? Так как если это гражданин Чеченской Республики, и он там иудей, или христианин, или атеист, у него такие же права, какие есть у меня, там, у кого-либо другого. Если он не совершает преступление против нашего государства, или нарушает какую-нибудь статью какого уголовного кодекса, то к этому человеку никаких претензий быть не может, там, из-за его расы, веры, национальности, там, или политических взглядов. Но вот эти люди нам засылаются, и они здесь активно работают, их раскручивают, меня просят там не связываться, не трожь, вонять не будет, мне прямо так и говорят. Но если все не будут трогать, то оно так и так развоняется, и я тут сижу для того, чтобы прекратить эту пропаганду или препятствовать этой пропаганде, да, прекратить. К сожалению, я пока не могу, но я могу много что сделать для того, чтобы разоблачить эту их ложь. Давайте послушаем, что говорит Магомед. Да, в каком-то роде пирог несомненно, что за пузо деуза ожидает филуса. Соучастие, Виктор доносчик, Зудря Шейзбор Сангинду, Ранче, в 2004 году, Дана Хадали. Уля Эч Вокса, Вокса, Таня Вокса, Берич Чакач, Вокса, Самош, Клубшикаш, Клубшику, Ишля Саабикана, Вокса, Эш Зудбеш, подставлять дочь, не что он شو نخشى كشهادة ولا خارج مالش يبوشي شو ماجي إيمانش يبوش باش شو نخ مخني يحش إيمانش مخني يحش شو متفشة سم إيمان وش دعوي نور سم ماجي يبوش سم إيمان يبوش إيمان يبوش تسيستم بحجي ما حكوش وش همش والله يحش نخ أشتغل دقوم مشي في الأجنوك تجلسها تنبي تفسر سو قول صريح تبتقو شو عيني أكشن. Ну вот это полное видео можно посмотреть, я больше не буду показывать вам. Ну, короче говоря, вот такая вот ситуация. Можно будет посмотреть полное видео. На этом канале, на канале Нохчи Ичкерия. Так, ну, чтобы вы понимали, да, что опять очередная ложь от этих мерзавцев, которая льется. Ее, конечно же, мне несложно опровергать, я ее буду опровергать. Мы не занимаемся доносительством, мы боремся против российской пропаганды, мы боремся против российской агентуры, которая здесь в Европе в огромном количестве. И успешно иногда боремся. Много ячеек мы скрыли, дальше будем скрывать. И никто и ничего нас не остановит. Никто и ничего, кроме смерти нас не остановит. И уже давным-давно сказано. А то, что вы будете, и то смерть это только продолжение жизни, это естественное продолжение жизни. Мы знаем, за что мы боремся, к чему мы идем, поэтому нам это абсолютно, нас это нисколько не смущает и не беспокоит та ситуация,
что могут ли они нас убить, могут ли еще что-то сделать. Могут, мы знаем изначально, и вы все это знаете. Я призываю всех, кто смотрит мой канал, соблюдать меры предосторожности, не оставлять свои данные, чтобы вас можно было как-то идентифицировать. Они будут пытаться вас всех выявить, они будут пытаться на вас оказывать давление. Как вы знаете, опять и опять я буду об этом говорить, в августе 2020 года, 6 августа, по просьбе Сайтамина Ибрагимова я поехал в Страсбург. На обратном пути меня человек, представившийся Нашхо Эльдаровым, по другим данным Руслан Сулейманов, склонял работу на российские спецслужбы. После этого я перестал со всеми общаться, со всеми. И нормальные, порядочные люди, с которыми я перестал общаться, и я их понимаю, они могли на меня обидеться. Я приношу $1 массерга ценчарг, ценадолш, иштидарн, но ас бешбек цаболбу, обалгантя, сунтя, дуку эксперимент шить, тешей, далук деш бохшбуш. Цундел дин душунас динак шукцаларам больше шухцавашер дольше я курвал лили шубждачун я курвался метак бац я дал му лаверовать. Просто так я вынужден был так сделать всех потому что кто-то искренне ко мне проявляет свои какие-то там чувства, поддерживает меня и так далее, но и там показывает, что он там поддерживает, но сильнее вас, вот этих искренних, агентура меня поддерживает, понимаете? Вот начинает она меня поддерживать, она мне льстит, она мне помогает, там разные там вещи там полезные моему делу, нашему делу. От них я получаю, а потом выясняется, что это агентура. Поэтому я был вынужден так поступить. Поэтому юват ахкабо, ювабо, интирдоу, васкалдаш. И еще я определял так, что те, с кем я перестал общаться, нормальные люди, обижались, как и положено человеку, которого заподозрили в чем-то нехорошем. Они на меня обижались и не перезванивали, не названивали и так далее. А вот агентура, она, несмотря на это, постоянно так с этого угла зайти, с того угла зайти, пыталась и постоянно пыталась как-то продолжить наши контакты. Но я думаю, ситуация наладится. Далмула. Сошуоша ушун, сошуна уаст ушун, хира ушун, просто дол холах, хитар дюхкас. Васхельчунак интирвалара дюхкас. Так, поехали дальше. Аслан лошек дамуал бу аслан. Далму лошек дойдацу аслан. Мицаева рубати. Аслан ховал интирвал. Я встала на сторону Нашхо, даже поругалась. Но было трудно поверить в это, что он один посмел так открыто вербовать. Рубати, там очень большая история, которую я сейчас не хочу всю рассказывать. И один, он не был один, во-первых, за нами следовала машина. Во-вторых, люди, которые со мной были, они спали, храпели, я уже об этом говорил. И в любой момент, и это не так произошло, все, ты работаешь на нас. У них был на меня, как им казалось, компромат. И я должен был сразу же там потеряться, но это оказалось большим проколом с их стороны. Не было у них на меня никакого компромата. И не было так, что все, ты на нас будешь работать. Все начиналось с шутки, шуточки, прибауточки, там потихонечку подводили, смотря на мою реакцию, он подводил. Реакцию, соответственно, я проявлял самую обычную, и так как я не сразу понял, но когда я уже просек, что к чему, я не подал виду и начал продолжать и поддерживать беседу. И вот так это все дальше закрутилось. И другого варианта, видимо, у них не было, чтобы со мной остаться наедине, чтобы можно было поговорить. Поэтому там еще были вещи, рубать, там
мне сказали, что из-за него поручаются люди, там, Шамиля Басаева, зам Шамиля Басаева, фамилия, Халаякнин, Цаева фамилия. И сказали мне, что у меня нет шансов. Вот если такой человек за него поручается, что у меня нет шансов. То есть, если я белое вижу, и мне какой-то там авторитет, какой-то уважаемый человек говорит, это черное, я должен отказаться. Я взрослый, состоявшийся человек, господа. Я никогда не отступлю от того, что я вижу белым. Никогда не скажу, что это черное. Да, если меня пытаются переубедить, но это просто пустой номер, это бесполезно. Весь мир может прийти передо мной, стать и сказать, нет, что это черное. Нет, я не скажу так. Я не скажу. И ждёт ситуацию у тебя, там еще очень много вещей, Я обращался, публично обращался к Ахмеду Закаеву, почему этот человек работал замом Умара. Есть постановление, только не на сайте Чечен Пресс. По этому поводу я тоже никакого объяснения не услышал ни от товарища Ахмеда Закаева, ни от Ахмеда Закаева. Поэтому ситуация очень запутанная, очень странная. Очень. Я позвонил Ахмеду тогда и сказал, вы ватсейлер сюик. Ватсейлер. Ватс. Ну все тогда. Я услышал ватс. Потом выясняется хилла. Не знаю, как это все уходит, но иштар даду, да, меня это не устраивает. А тига веам Путин вала, тига веам Петрушев вала, наксана исун иш до алхиты, аси да ирду. Тига миллатик вала, какие вала, Кадыра вала, Путин, Петрушев вала, Закаев вала, сун бие давать. Дек аз да цель все веровать. Да, если это ради дело нужно, то атыру. Если убедят ради дела, там что-то как-то соцру, соиш публично, сакхиллават, яхиллу шхиллават, дома цахил эрвалу гарумлилда. При всем при этом, сун саму вам объяснять, дешцельча, сует свадик дича, добротайк, эдалица, аудали, аталихит. Мегердец, асхуйте тарец, сейцам хуйте тарец, сайн хуаг, санаметя, зихульш эудуй, вэмоман хумадидец, но сайдег да эду. Ладно, тогда идите там, решуацерсо. Так, Аслан, понимаем все, и все же побыстрее с ним завязывай. Хамзат, проблема в том, что, опять же, я вижу, что тебе не нравится вот это препирательство мое, и ты видишь вот эта грязь, которая льется на меня, и вас это задевает, я это вижу, по вашим комментариям это вижу. Ну, абсолютно не переживайте, потому что это будет продолжаться. И задача, опять же я говорю, меня очень легко понять, у меня все открыто, вот мои цели, они открыты. Наказать виновных, чтобы не забыли убитых 300 тысяч людей. Меня эти 300 тысяч человек не предадут. У меня все, я прагматичный человек. Мне нужна конкретика. Меня могут предать живые, меня могут предать кто угодно, но меня не могут предать умершие. И эти 300 тысяч против этих людей совершено преступление. Моя задача говорить об этом, доносить эту информацию и привлечь внимание вне зависимости от их национальности, гражданства, рангов, их должностей, постов, вот этих людей. И именно солдаты наши, которые непосредственно отдавали свои жизни, свои здоровья на этом пути, они прошли до конца и никого не предали. И наха искренних яйцом. Вот я буду поддерживать эту сторону этих людей. И я всегда буду на этом стоять. Но появляются люди, которые и им очень сильно помогают. Мы чисто на своем, как говорится, на голом энтузиазме все это делаем. У нас нету
никаких там возможностей, там ресурсов, чтобы нас так раскручивали, поддерживали. И есть люди, которые ведут вот эту цель, к которой нужно идти, да, это наказание виновных и деоккупация нашей страны. Это они взаимосвязаны, эти две цели. И вот у нас нам преподносят, пытаются чуть-чуть отклонить отсюда. Да, виновны, ну вот сюда идите. Не сюда, вот не в эту точку, а вот в эту точку. Иду вайн ты дештек. И халдала ахдала из дадиц дишду, и даэл дишду, и даэраду, дадуйцерду. Диц мабул шумшамяцер, и умаяц, диц мабул шумаяц, я раскшанты бобер, сагма, уй, диндуч, эшпшбуч. И мел бюрса гуинц, просто, да, ойлейш, мел бюрса крыльвиц, и умлили шулсек. Ну вот, вынуждены хамзат. Сун энти дол, совиш веш, сососуй хауш деш, солош деш, сун энти дол, шунцунах, вас холиха, сун сейна кицунах. Там хуншат савалса, но и даца хайкича, и даца эльча, это далеко зашло, заходит далеко. В любой момент они сейчас опять могут. Теперь-то мы пока есть, мы можем сбивать волну, и мы сбивали волну. Много раз мы сбивали. Здесь в Европе, которая вот начиналась волна, нам удавалось ее сбивать. Кезгю гайл ресурс. Возможно, кезгю шады году, понятно. Но при всем при этом, ну хотя бы дукой. Хотя бы дукой. Тут я схоже русо, что по минимуму гумда, но я буду выкладывать заранее $1 по поводу вот этого Шмакова. Может быть, я еще с Рубати интервью возьму, у нее тоже очень много я информации получаю. Можно будет, чтобы побольше осталось это. Потому что, знаете, дорастут до уровня там какого-нибудь там Маулади Удугова, как его Рубати называет. И потом уже будет очень трудно разобраться. Очень трудно будет разобраться. Ведь в Сирию вот именно Маулади Удугов и Иса Умаров, его брат, они отправляли наших людей. Иса Умаров там в Сирию ездил, там где-то там чем-то занимался и так далее, и так далее. Тунделя, все, короче говоря, не так однозначно, не так просто. Изначально, если мы заявим, царство даже виче даже, да, социальный виче даже, аси уже элма элли, уже эла эл с дакайк динай. Открыто я это взял на себя и говорю об этом. Так уже цуна хирвац, цен сагуй, цен давар цуна хирдац. Нужно другого им будет готовить. Арами цовой тару, судица деш, маволь валару, инсценировок ширю, дуком шлилерду. Но кинагуайт визару. Уже этот уже все не смог, не справился, короче. Хотя, возможно, справился бы, если бы если перед ними стали обстоятельства непреодолимой силы Олксона. Ну ладно, поехали дальше, друзья. Давайте почитаем ваши комментарии. Рубати говорит, Мица, я думал, раз он зам Исмаила Умара, что он ичкириец. Мицаева Рубати, а я знаю, что думал. Я думал, что ты, Закаев, Хусейн, другие, третьи, которые уже давно в этой теме варитесь, если вы с этими людьми общаетесь, я думал, уже можно им так доверять. Вот тоже большая была такая прокола, если я абсолютно доверял тем, кому доверяли вы, что абсолютно оказалось неправильным. Абсолютно неправильно, потому что вы тоже ошибаетесь, как и я ошибаюсь, как и мы все ошибаемся. Сунделя иштумду. Иштумду.
Так, Байсангур де ла Фер. Аслан, прошу дать оценку Ассамблеи чеченцев Европы и Бартмарш. Они наши или враги? Суму цаха, враги швуи цаха сун. Наши самбатюш. Соцарц, дикому дать. Я не хочу сейчас тут их всех обсуждать. Но то, что прокуратура Чеченской Республики Ичкерия говорила про Айтукаева Казбека, про Айтукаева я могу сказать, кто что я уже говорил. Ценюк, а цен нах буяха сун, Бартмашу буяха сун, нормальный нах, цу руководство бубаца сун, но цу гванда беша, и что цен нах буй я знаю, сун бицен бук цуюка, цен нах. Ассамблея чеченцев Европы, я ничего про эту организацию не знаю, знаю, что там Аслан есть и Муртазалиев. Про него вот говорили, что он там менял паспорт. Он сам об этом говорил, вернее, снимали его с розыска. Все, Хузамуду Хайшун, вот смотрите, мы сейчас начинаем говорить на эту тему. Какая ситуация? Если мы гайская гумар, масумна, вот ценцалой, вайгук хирдачун, вайгук вайлоузир душун, вайлоуз, валлахи лоузирду, вайга айкал мадат, ресурс маят, вайга адма нах личность обученный керчбин нах мабат свой масу ауа ишарду вай единственный сакиетам бой, я ошибаюсь, может быть, и так далее, но сакиетам вай гаск долгума шедек дахаду дишту гаск юхи витамегарду гаск ченсум дамегарду кида дамегарду ама и гаски войне айнел геноцид признавать, я шел вишау, вистрелами горду, интервью горду, киде горду, аккуратно, дуй, вой лоуздер долчал. Но, например, вайфонд, рубатин, заявление, зин Мансур Садулаев, цюкай, цац губли, кегина, буцер, тоже разный цац беш. От вайфонди адвокату, от тузики, цюн веши адвоката, уй, царви, царя, духчнаган, один духом дину бо ичкеден адвокат. Иза оболонец бош фамилию цит. Юкасе хил адвокат, юрист хилук Юкася. Сунсо Москва правозащитник Волбину. Я по-чеченски говорю, хотя стрим у нас по-русски. Короче, по-русски буду говорить. Есть такой адвокат оболонец, да, и за него топят. Есть такая организация АДАТ. Это сын этого судьи, верховного судьи, бывшего верховного судьи Чеченской Республики. Им помогают русские правозащитники. Эти русские правозащитники имеют большие связи с европейскими правозащитными организациями. Русские правозащитные организации, практически все это спецслужбы. Практически, вот все руководство их, практически они все сотрудничают, получают гранты. Здесь как бы они тут проводники там, и так далее, демократии, там, прав человека и так далее. И это большая такая группа. Они, да, помогают, но они помогают только кому им интересно. Вот мне, например, помогать они не станут. Мне не нужна их помощь на самом деле. Мы должны обращаться Human Rights Watch, Amnesty International, вот такие организации мы должны обращаться. Все, что касается русских, мы должны оградиться от этого. Если, опять же, они не признают 100% наше право на независимость, оно есть, мы не говорим ничего выдумывать. Мы не говорим им, пожалуйста, сделайте ради нас там уступку в своем государстве. Нет, соблюдайте свои законы, мы говорим. Соблюдайте международное право, мы говорим. У нас есть государство. На этом канале мы уже много раз доказывали, что у нас есть государство, юридически оно имеется. Поэтому вот это заигрывание с русскими, что там паспорт получить, там это сделать, это большой вред. Есть эта организация Вайфон. Вайфон, например, этот Мансур Садулаев был в Украине и там где-то там побывал там.
с нашими там, кто там воюет. И это тоже не показатель. Он потом уехал сюда, в Европу, жил в Вене, потом перебрался в Швецию и так далее. Вот они выпускают ролики содержания, где они нас называют боевиками. У меня на моем канале есть видео, где я об этом рассказывал. Боевиками называют. Они не говорят слово Ичкерия, Дукумш, Дуцига. Если это все заниматься этим, копошиться, то много можно раскопать. Но их задача такого исламского направления, что, в принципе, нормально, да, вайбусал на ходу, мы мусульмане, и ислам для нас это наша родная религия. И мы все, большая часть из нас верим в Бога. И они на этом спекулируют. Но, опять же, акцент идет не в точку, куда нужно, а рядом. Цунаук цахульбоас, цахуль цунаук. Если мы умерли, мы лучших из лучших похоронили, ведь не чтобы против Кадырова или там еще чего-то там, а для того, чтобы освободить нашу страну против России, которая 400 лет против нас воюет. И если мы, если мы не идем этим путем, то вот это вызывает уже опасения. Это уже ошибочно. Во-первых, это может быть заблуждение человека, искреннее, честное заблуждение. А может быть целенаправленно это делается. Там может быть 20 человек. Из этих 20 человек 19 человек искренне верят своему лидеру. А вот этот главный человек, он нас ведет, именно отклоняет от этого. Это такая тонкая, сложная работа, которая проводится. И наша задача, моя задача лично, это разоблачать, прекращать это все. И вот ведется такая работа против нас. Ведется против... подмена понятий юкцар ящик. Отсюда есть. Их много здесь. Вот из Германии выслали Нурмагомеда Мамуева. Нурмагомед Мамуев реально нигде не воевал. Его там отец или дядя, тот погиб на войне. И все. Вот его вина в том, что его там родственник погиб на войне. Его выдают. Вот этого человека ни в коем случае нельзя было выдавать. Но за него не заступаются именитые правозащитники, о нем не говорят, об этом никто не кричит. Все, его выдали и все. И все. Хахият Сабоис, его сейчас отпустили, говорят, но он там 2 недели провел у них в плену, пытали. И большой вероятностью они будут его опять терроризировать и терроризировать. Но из-за того, что вот здесь волна поднялась, здесь есть... В Норвегии правозащитная организация, которая также принимала участие в помощи Нурмагомеду Мамуеву. Благодаря этому Мелла, может быть, полегче ему сейчас будет. Но это не значит, что он там спасется. Но есть другие люди, которые выдают, а им ничего не происходит. И мы тоже должны уступать. И это тоже нужно как-то разграничить. За некоторых, которые работают на русских, нужно наоборот проводить митинги, чтобы кто работает на русских, чтобы их выкинули. А вот кто не работает на русских, кто реально преследуется, вот их нужно защищать. И это наша задача, и мы все должны в этом направлении работать. Но мы должны определить приоритеты, цели, как мы это должны делать, куда мы движемся. Да? Кто наш враг? Сместить Кадырова и поставить там Ямадаевых, допустим. Но меня это не устраивает, например. Никак меня это не устраивает. Да? И есть такое понятие, понимание, что было бы хорошо, если бы Кадыров что чуть-чуть полегче было бы Оман там, и так далее. Да, в этом логика есть, да? Можно согласиться, если, например, Кадыров матерейший убийца. Если его убрать, и придут какие-то там условные ямадаевцы, они там делают послабление. Но я абсолютно уверен, что это не так.
Не будет никакого послабления. Новое будет с новой силой. Сперва уберут этих всех кадыровцев, их расстреляют. Потом под раздачу попадут еще невиновные, кто рядом стоял, где-то там пытался от кадыровцев заработать и так далее. Опять же будет зачистка, опять же кровь будет. Как только будет кровь, эти люди, это они и так убийцы, других там во власти нет. Но как только они еще больше поубивают людей, то получится, что им нужно будет держаться за власть, опять же, новой кровью. Потому что если ты кровью приходишь к власти, то только кровью ты можешь удерживаться у этой власти. Все, вариант, это твой способ удержания власти. Поэтому я не считаю, что улучшение условий содержания в тюрьме, которые нам предлагают, что это выход из ситуации, во-первых. Во-вторых, я в корне не согласен, потому что у нас, у всех есть законное право, цунах кит дизвай. И это право у нас никто не может отобрать, пока мы его сами не отдадим. Пока мы просто не откажемся от него. Хадах нужда дать право. Право это не только то, что вам кто-то дает. Право это то, что у вас никто не может забрать. У нас есть сундук с бриллиантами. Каждый бриллиант это человеческая жизнь. Это наша борьба, за которую мы заплатили. И мы должны это все оставить. Нет. Если мы это оставим, то, как минимум, это будет без меня. Вот если чеченский народ это оставляет, вот это будет без меня происходить. Да, мула. И я знаю таких, как я, и у вас много, и здесь много. И самое главное, наши офицеры, наши солдаты, которые сражались за родину, которые здесь находятся, в Турции находятся, за границей находятся, в Чечне находятся. Вообще, знаете что, у нас здесь специалисты, у нас здесь много чего накапливается, но основной движущей силой, костяком, все равно будут те, кто находится в Чечне, которые живут дома, которые находятся на правах заложников у себя в стране. И мы и они, нет такого. Сегодня я, если выехал сюда, это не значит, что я от них оторвался. Или если они приедут завтра сюда, кто-то из них сюда приедет, он оторвался. Нет, мы одно целое. И мы должны сообща все вместе делать. Но движущей силой будет, конечно же, тот костяк, который находится дома. А мы будем, если мы будем что-то делать, должны будем приехать туда и все вместе делать то, что мы делаем. Вот как-то вот так это я вижу, и мы вот к этому должны идти, стремиться. Мы должны четко у нас много, знаете, у нас есть много клише вот этих разных приклеенных, уже у нас в голове они сидят, уже такие приклеенные свои керст наган духал туамбеш алдизвай. Цахума мадат ишталж дати вроде керст наган духалду. Вот керст мостат ивеч, да у нас элдо лат диз олвай. А если и бусал бола, и тебе анул мостах, бусал бупачал роушен беш маву. Така вая керст дин духал беш бат свай. Дати вайгар дин хадокша, дат даз гаск цадок вайгар и дин ха. Представьте, гаск швай, черт мяжк, да это царь дин под контроль хается. Победить нашу религию невозможно. Никому, не всем армиям на этой земле ее победить нельзя. И то, что нельзя победить религию, веру человека в Бога, это доказал Ленин со Сталиным. А то, что сделал Ленин со Сталиным, никто никогда не делал. Ни одни самые античеловечные, человеконенавистнические идеологии не делали того с религиями, что с религией, с верой человека в Бога. То, что сделали Сталин и с Лениным, они не смогли победить. Они не смогли, просто это невозможно. Человек рождается, и он верит. Да, много появляется атеистов, много появляется других, третьих. Идет там, это каждый отвечает сам за себя. Поэтому никто не борется с религией. Никто не борется. Борются с радикализмом, чтобы их не трогали, что это представляет угрозу и так далее, и так далее.
И есть международное право. Это международное право, это значит между народами это право. Значит, все согласны на это право. Все. И мусульмане, и иудеи, и буддисты, и кришнаиты, и христиане. Все согласны. Все они заседают в ООН. Все мечтают попасть. Мы даже не в ООН. У нас даже этого нет. От схолты амаду вей. От схоли адулш хамел да вей иш лил эту больш мад эт свой. Российский паспорт. Кисандуэлон. Аллах акбар багарх. Это несерьезно. Это очень, это сверх несерьезно, да? Один док, российский паспорт, кисендо. Цундела и Гумша потихоньку разъяснять диду, аша водисун, дал мула, далуч эго, тутях ахюгарду, дал мула, джим бука хульшун. Гук хирду тулам хирбу цутя абсолютно цан минутан шику маяц хилла маяц но акаю гарду кой далуч просто отсюда нахиет дизвой дальше двигаться диду кой дал мула. Так, я много говорил и много вопросов пропустил, поэтому все сейчас перемотаю. Так. Фриман антитерроризм. Антипутинизм. Через светское демократическое государство и изменение Конституции без волеизъявления чеченского народа, без господина народа, является тягчайшим преступлением, кем бы они ни были. Абсолютно верно. Так. Все будет Ичкерия, войнах, Ирант. Мицай Рубати, войн губиду, Кремль, оппозиция или удуговские шныри. Абсолютно верно, абсолютно. Нохчи эх, Асан, ты на мой вопрос не ответил. Я один вопрос, нохчи эх, я просто все перемотал. Постараюсь сейчас найти. Ну, лучше напиши. Митяева Рубай, Аслан, и я тебе говорила, что у него есть Роспаспорт. Наехали на меня, опять моя правда не понравилась. А Орлов подтвердил, что с Москвы он улетел Уренгой после долгого задержания, опять зашел в аэропорт. А ты про Магомеда Гадаева. Да, мне тоже эти вещи странные кажутся. Мамад, ну Мамад, Сахи, он бешвац, хум дешвац. Ама сүйік хирдарим ха су вопрос шинц. Ас багар дикадат ну сумунам ха сүйгам хирдар и вопрос. Так, я бы на месте Магомед не поверил бы им, что хинц с хайо аль курбир барас, они продали его. Ага, ты про кого говоришь? Абдулмалик начал. Аслан, кто еще порвал российский паспорт? Сколько у нас уже? Ну, 7 человек порвали наш паспорта российские.
Посмотрим. Так. Ситуация, смотрите, друзья, ситуация вот сейчас, пока вы не пишете комментарии, немного расскажу про ситуацию. Ситуация, она у нас, для нас, для чеченцев, она складывается отлично, да, если учитывать, не игнорирую, как найти, напиши просто вопрос. Я перемотал же, сказал, все вопросы я перемотал, поэтому напиши еще раз. У нас ситуация следующая. Мы по факту должны просто вести вот просветительскую, информационную работу, и больше от нас пока ничего не зависит. Да? Ситуация у России ухудшается. Здесь очень сложно разобраться, кто там, как, что происходит там с этой ситуацией, то, что в России происходит. Но у России больше нет шансов. Она себе уже вырыла яму, она будет огораживаться, с ней будет, ее положение будет каждый день ухудшаться. Каждый день будет ухудшаться. Поэтому мы должны всячески способствовать тому, чтобы как можно быстрее мы могли вернуться к себе на родину. И ищите ситуацию. Посмотрим. А то этот свет отражается. У меня, как обычно, не одно, так другое. Так. Асан, что ты думаешь о признании Байденом геноцида армян в Турции? Я не знаю, на самом деле я не знаю, что там произошло. Я знаю, что была вот эта война на Горном Карабахе. Они воевали, убивали друг друга. Но вот президент Америки Джо Байден сказал, что был геноцид. Я не знаю, было или нет. Я считаю, что, видимо, у Байдена есть основания, хотя, может быть, это политическая какая-то там игра, потому что иногда эти геноциды, военные преступления используют в политических целях. Но если был геноцид, то Турции нужно ответить. Вот все, что я считаю. Но я думаю, что войнохчана, войн айн геноцид делш акант айни цейни боша амилшда үштац архитсун. Йиня цейня ицан шайну кашаш кастирду. Йиня гуинак алдиз войн хуша, да, в этих хилла, да, нас, меня там лично не было, я не знаю, был геноцид, не было геноцида. Но если есть основания, и армяне могут доказать, раз президент Соединенных Штатов говорит, ну, значит, какие-то основания у президента на это есть. Я хочу, чтобы точно так же, как признали геноцид армян, признали геноцид чеченцев. И чтобы Джо Байден сказал, за чеченцами был геноцид. И юкса задач. Со дни мудак ярчават, со динуат эрвалават, сюг сэг далув дотиха из сюг далун дега сэг далув до элсун хитага. Хитага сун сэг далун дог эл хитага цацбешчанам. Сахиты сюг далув до эл. Ну со уверены вега, что нохчи ам Паргат Дахка, независимость, и
наказание виновных, обозначение этих виновных. Наказать мы сами их накажем. Нам нужно на международном уровне признать этих людей преступниками, назвать их фамилии и судебным решением признать их. Все, вот в таком случае мы сможем годами, десятилетиями находить преступников и привлекать их к ответственности. Так что вот так вот. В войнах Иран, Аслан, Байден, вернее, про геноцид армян в начале 19 века говорит. Ну, я просто вообще не в теме в это. Я могу ошибаться, поэтому я даже не хочу лезть в это все. Суна, я знаете, что считаю правильным? Самая сильная страна Америка. С Америкой у нас отличные отношения были. Мы растеряли эти отношения. У нас было много-много друзей Америки. Сейчас я вам даже покажу. Друзья чеченского народа. Сейчас я вам скажу, друзья. Смотрите. Был такой комитет. Комитет за мир в Чечне. Многие фамилии очень известны. Это американцы. Это американский комитет за мир в Чечне. Миратон Амбрамовец, Элиот Амбрас, Кеннет Эдельман, Балент Али Реза, Одрей Олстад, Вадим Алцкян, Зайно Баран, Антонио Бетанкурт, Джон Болштейн, Джон Брейдмас, Збигнев Бжижинский, Ричард Берт, Джон Калабрези, Эрик Чиновет, Вольтер Клименс, Элиот Коэн, Николай Данилов, Рут Данилов, Митч Дектер, Джеймс Дентон, Ларри Даймонд, Томас Донахью, Роберт Дуджарич, Джон Данлоп, Чарльз Файрбэнкс, Сандра Фельдман, Джеральдина Ферраро, Кэтрин Фицпатрик, Эрвин Фридлендер, Франк Гафней, Чарльз Гатти, Ричард Джер, Дуглас Гинзбург, Пол Гоббл, Маршал Гольдман, Орландо Гутьеррес, Барбара Хайк, Александр Хайк, Роберт Ханрахан, Пол Хенц, Элеонор Херман, Питер Хикман, Норман Хилл, Ирвин Горовиц, Глен Ховард, Брюс Джексон, Роберт Каган, Макс Капельман, Томас Кин, Матика Йова, Гюллер Кокнар, Гарри Коп, Вильям Кристал, Дженнис Кукайнис, Саулюс Купрус, Кентет Лопатин, Майкл Ледин, Роберт Ребер, Сеймур Липсет, Роберт Макфарлайн, Михайло Михайлов, Бронислав Мишталь, Джошуа Моравчик, Джулия Нанай, Йоханна Николс, Ян Новак, Вильям Ордам, Джордж О'Рурк, Дмитрий Паница, Ричард Перл, Ричард Пайпс, Норман Ротхорец, Мойша Припштейн, Арк Паддингтон, Питер Редуэй, Питер Розенблат, Давид Соперштейн, Гарри Шмидт, Вильям Шнайдер, Алексей Симонов, Андрей Сеслер, Филипп Зильгман, София Слюссер, Стефан Соларц, Гельмут Зоненфельд, Грегори Стентон, Леонард Сусман, Барри Тараут, Джек Томас, Томас Тамарчио, Зинан Утку, Джордж Вигель, Каспар Вайнбергер, Куртин Винзор, Джеймс Вулси, Татьяна Янкелевич. Фамилия Бжижинского Перла Хайга Филлипса говорит сами за себя. Член АСРС, Американский комитет за мир в Чечне. Также являлись Ричард Перл, знаменитый советник Пентагона, Элиот Абрамс, ставший известным в связи с делом Иран-Контрас, Кеннет Эдельман, бывший посол США при ООН, Митч Дектер, биограф Дональд Рамсфельд и директор принадлежащего
правому крылу политического спектра организации Heritage Foundation, Фрэнк Гафни из милитаристского центра политики безопасности, Центра for Security Police, Брюс Джексон, бывший офицер военной разведки США и одно время вице-президент корпорации Lockheed Martin, а в настоящее время председатель США по НАТО US Community on NATO, Майкл Ледин из Института американского предпринимательства, American Enterprise Institute. Сегодня один из ведущих апологетов смены режима в Иране и Джеймс Вульси, бывший директор Центрального разведывательного управления США, который является одним из ведущих членов команды поддержки планов Джорджа Буша-младшего. 28 ноября 2004 года. Друзья, вот такой круг у нас был людей, которые за мир выступали. Мы все это потеряли. У нас были, я всего просто даже не знаю, но та работа, которая велась, она была пущена просто на смарку. Не поддерживались дальше отношения. Поэтому я считаю, что нам нужно возобновлять это все. Кроме Америки нам мало кто поможет. Да, нам помогают, за нас будут говорить и так далее. Но реально может помочь только Америка. Соединенные Штаты Америки. Поэтому все должно быть предельно четко и ясно. Мы даем им гарантии, что мы будем надежными им союзниками. Они нам дают гарантии получить нашу независимость и стать хозяевами на своей земле. Все просто. Для этого нам нужно объединиться и нам показать, что мы являемся договороспособными, предсказуемыми, адекватными, нормальными людьми. И это в наших силах. Но для этого нужно вот разную вот эту шушеру агентурскую, вражескую из нас убрать. А непонятных и их как бы попробовать просветить, объяснить им все. Так, давайте дальше. Асамбек Тутаев. Я работал с американцами долгое время. Они всегда были за нас. Да. Абдулмалик, ну что? Абдулмалик. Это политики, журналисты, разные чиновники, сенаторы, консультанты. Вот это комитет и некоторых из самых известных я вот вам назвал, какие там есть. И да, вот Асколи говорит, одни евреи, да, там много евреев, много еврейских фамилий, американских евреев. И мы должны понимать, что благодаря и этим людям у нас вот первую войну мы выиграли. Здесь так работает, здесь нет того, что вот я хочу. Если ты хочешь, ты должен сделать. Положить немецкий паспорт в карман и говорить там, я здесь построю шариат, у тебя паспорт заберут и скажут, до свидания, все. Или там положить российский паспорт и говорить, я такой-то, сякой-то. Нет, друзья, так не работает, так дела не делаются. Это серьезная вещь государства, и серьезное отношение у нас должно быть к этому. И мы будем к этому относиться серьезно. Ну ладно. Пойдемте дальше. Я спросил, что за комитет. Комитет, американский комитет за мир в Чечне назывался. Это такая вот была организация, группа лиц, людей, которые пытались помочь нам получить нашу свободу. Так, друзья, я спросил, что так это было.
Ичкерия ФРО. У чеченцев с армянами нет никакой вражды, плюс они наши соседи. Заметьте, не армяне были привлечены в конфликт против чеченцев, а чеченцы против армян, Карабах и так далее. Хоть как бы и помогали Азербайджану. Да, при всем при этом мы должны понимать, что у нас вообще нет врагов, кроме вот тех, кто оккупировал нас. Нам говорят, вот там армяне там что-то делали и так далее. Но также давайте посмотрим, кто служит на Ханкале, посмотрите. В основном это дагестанцы. Дагестанцы служат. И что теперь нам делать? Теперь всех дагестанцев ненавидеть? И причем при том, что война началась с того, что наши добровольцы пошли помогать дагестанцам. И в основном у нас на Ханкале контрактники это дагестанцы. И воевали, и если вы помните, одним из ярых убийцей и подонком, садистом был Гаджиев, дагестанец. И много-много было таких. И азербайджанцы с армянами найдут общий язык. А нам тогда что? Да, если кто-то не прав, занять свою позицию, сказать, да, вот мы считаем, что это правы, эти не правы. Это одно. Армяне всегда были форпостом русских на Кавказе, за Кавказе. Осетины были у нас на Кавказе форпостом. Но в каком положении находятся армяне? Армяне абсолютно бесправные, осетины абсолютно бесправные. Они, да, легли они, вообще сдались они. Но они пытались какую-то выгоду извлечь из этой ситуации для себя. Но прав-то они лишились. Осетины вообще бесправные, вот все время были. И в царское время, и в коммунистическое. При всем при том, что они полностью под них леглись. И потеряли даже вот свою идентичность, они уже потеряли, полностью обрусевшие. Не все, конечно, в аулах там остались, может, но по большей части это уже даже у них считается, ну, колхоз, если ты там на осетинском говоришь или там соблюдаешь какие-то осетинские обычаи, традиции, свои какие-то законы. Их нужно пожалеть на самом деле. Поэтому нам не нужно распыляться, говорить там, что там, армяне плохие, там, азербайджанцы, тихита. Да, Нагорный Карабах, азербайджанская земля, это факт. Международное право так говорит, это факт. Ну, ее незаконно захватили. Но и армянам вдолбили голову, что они какие-то великие, и они должны удерживать эту землю. Но сейчас потеряли несколько тысяч своих сынов. За что? За то, что им в голову долбили, что это их земля, и она должна быть их. Ну, это бред. Бред собачий просто. Короче, вот такие вот дела, и мы должны иметь свои национальные интересы. Нету больше никаких. Давайте возьмем так. 1000, ну как минимум 1000 чеченцев уехало воевать в Сирию. 1000 там женщин, детей и больше даже остались вдовами, сиротами и так далее. Вы видели где-нибудь, когда-нибудь сирийский какой-нибудь комитет по спасению этих женщин, детей и стариков? Или арабский какой-нибудь? Я не слышал никогда. Идук вайн хульштег. Вайдук муабячвиш, вайдоц денс муабячтеш, вайдук кисаггават цумац байал больше. Все, иш белла, иш дабаган. Ахцаджим марвай, использовать мадайтивая, качлур мадувая в конце концов, уже качдал ты мадуэльновай. Посмотрите, в каком состоянии находимся. Ногчи Абхазии, Томбавахча, о, все, Абхазчан, у меня поддержки ездил. Ну вот, Багантик. Да, тоже была пропаганда, обман. Ну, поехали туда, против своих же братьев грузин воевать. Поехали, повоевали. Ну да, Абхазия стала независимой, у них была там свобода там и так далее. В таком случае это еще куда? Ну что, Абхазия полностью стала подконтрольной русским. Причем те права, которые есть в России у других россиян, у абхазов нет. Чисто бандитский, непонятный, криминальный какой-то анклав сделали. И мы за это воевали. Мне кажется, нам не стоит ни в одну войну лезть. Ни в одну.
И посмотрите, как сирийцы отзываются в итоге о чеченцах, говорит Ичкерия Форева. Совершенно верно. Так, Ури-Ури, стоп, геноцид. Китай город. Вопрос, Аслан, как ты видишь или прокомментируй разворот ЕС от Америки к России, Германии, Австрии, Франции и так далее, кроме Польши? Ну, разворота здесь нет, никакого разворота я не вижу. Здесь огромные деньги, Россия себя чувствует, она вложила большие деньги, много людей завербовала. Ну вот такая вот ситуация. Еще, если взять ту же Германию, Восточную Германию, самая эффективная разведка в Европе была у Восточной Германии, Штази. Вот это была. И вот они продолжают свои связи, потому что они были у власти, у них были связи, свои люди. И они продолжают в таком же русле двигаться дальше. Ничего в этом необычного нет. Но ситуация меняется, с трудом меняется, очень трудно меняется, потому что игроков слишком много. Нет того, что тут Америка, тут Россия, и все. И вот мир, дружба у этих, мир, дружба и в России бардак. И здесь, в Европе, здесь тоже есть противоречия, интересы, крупный бизнес. А где крупный бизнес, там забываются права человека, международное право. Но это такая реальность. Да, это плохо, это отвратительно, это незаконно и так далее. Но это реальность. Такое есть. И мы с этим должны как-то считаться. Вейдол халга, гуш, понимая наше положение, двигаться дальше. И у нас все получится, потому что ситуация меняется, и да, она изменится в лучшую сторону для нас. Мы свое государство получим в любом случае. Да, мула. Фриман антипутинизм. Эту поддержку чеченский народ потерял после строительства исламского государства Яндарбиевым, Удуговым, Халимовым и начавшейся ими политика противостояния Запада. Фриман, ну, мне трудно тебе возразить. Я, во-первых, мало чего по этому поводу знаю, во-вторых, да, это так. Кэш ла кэш рудук ердах дель дуни дочь, диснанам цакюр хавай. Ичкерия говорит. Кэч лутах Ичкерия, худеш ашо. Куча, я зацедеш. Кэч лу. Ну, я надеюсь, это шутка, то, что ты говоришь. Кэч лу дудер. Они вели захватническую войну, так-то и Ингуш Юкура воевал в Чечне против наших воинов. Дагестанец Гаджиев тоже убил сотни чеченцев у Русмартане. Народ не виноват в этом. Не виноват Абдулмалик Нахчоев, не виноват. Как найти? Аслан за игнор моего вопроса. Язи, как найти вопрос? Я просто не видел его. Язи. Харязи чул, а язич. Даю шерерка. Ибраим, Аслан, это все была пропаганда 90-е. Многие поддавались на уловки, на междусобные розни кавказский народ. Теперь что мешает думать на своем опыте? Нужно вот нам, понимающим это все людям, объединяться и четко следовать линии. Есть национальные интересы, есть международное право, которое мы должны, чтобы быть игроками в этом, да, неполноправными, может быть, да, например, в Совет Безопасности ООН ходят такие привилегированные там страны, типа Америки, России, Китая, Франции, Канады, которые там имеют право вето. Уже это несправедливо. Но мир такой, весь мир с этим считается и, ну, и соглашается. А мы вообще маленькая такая группа. Нам нужно сейчас везде, в Европе, слава богу, у нас уже здесь, уже мы обжились, здесь большие связи мы налаживаем.
И нужно вот в этом направлении двигаться и собирать свое государство. Для этого нужны люди, которые будут думать о народе своем. И пресекать разных вот этих провокаторов, которые появляются. Так. Аслам, в отличие от грузин, чеченское государство никогда не воевало против грузин, а грузины воевали и депортировали чеченцев. Из-за грузин Кавказ не стал независимым. А Мишиков говорил, не дай бог таких друзей. Ну, грузины, скажем так, как государство не воевали против нас. Давайте будем точны в своих определениях. Да, грузин Сталин или осетин грузинский Сталин не просто депортировал, он попытался уничтожить полностью чеченские, ингушские и другие народы. К большому счастью, ему это не удалось, хотя урон нанесен непоправимый. За это мы всех грузин винить не можем. Мишико, Михаил Саакашвили, сказал, нам таких друзей не нужно. Да, сказал, но давай исходить из того, что Мишико это сказал, когда был объявлен Имарат Кавказ и война Америки, Израилю, Англии там, и так далее. А что должен был сделать? Это тоже маленькая страна Грузия. Мишико, Михаил Саакашвили, он строил свое государство, у них свои национальные интересы. Если он так сказал, это не значит, что мы должны теперь его. Да, они выдали людей, это преступление. Выдали на пытки и смерть, выдали наших людей. И некоторые были убиты после того, как Грузия выдала. Вот кто непосредственно выдал, вот к ним должны быть у нас вопросы, у нашего государства. Но это уже другая история, это не государственная, а уже конкретно надо будет выяснять, кто, как, зачем выдавался. Если говорить, конечно, у нас есть претензии ко всем, что у нас нет к украинцам претензий. Конечно, есть у нас и к украинцам претензии, у нас есть претензии там, к дагестанцам, у нас есть претензии, много кому у нас есть претензии. Но если мы будем говорить о претензиях, мы можем просто наших союзников, наших друзей, их в эти претензии вписать и опять остаться ни с чем. Нет. Есть враг России. Разбираемся с ним и строим отношения, и потом выясняем. И если надо, уже тогда уже говорим, а вот вы наших выдали, а вот вы нам это сделали. Давайте теперь вот это. Ну, такова жизнь. Такова жизнь. Теперь зато украинцы как себя ведут. Сражаются, гибнут и так далее. Вот выдали одного Тимура Тунгоева. Больше никого не выдавали. Его выдали при Порошенко. И Луценко был тогда генеральным прокурором. Вышли же, украинцы вышли. И наш командир, тамошний чеченский командир, Муслим Чеберлоевский, призывал не выносить вообще к чертовой матери эту генеральную прокуратуру. Украинцев призывал. Хотим разобраться, хотим и так далее. Чтобы из этого не вышла провокация. А Евгений Енин, который выдал, его сняли. Правда, перевели его потом на работу в группу по сбитому Боингу. Туда я тоже писал, кстати, заявление, чтобы его оттуда тоже турнули. Не знаю, что из этого вышло. Но мы уведомили, что этот человек продажная мразь. Поэтому так. Так, смотрящий дал Бухаз. Так, Чингоем, как найти, почему не пишешь свой вопрос, когда Аслан читает комментарий? Да, я здесь чумом, да, раз, акваса. Джансари, йо эди, инис элит, вейду масерна, водагеш. Дотс Халц, еще нас ненавидят и те, кому помогали.
или старались помочь, поэтому вежливо ВНБ, Воуши, Дизер, Дэчун, Хуздунянчуа. Абсолютно точно, Джансари. И знаешь, война Осту, разговаривал с сирийцем, и этот сириец говорит, шо хуздахкалс, пока вы сюда не приехали, вы приехали и устроили нам бардак. Короче, там мы оказались, радикалами, какие-то, бардак, который устраивали. Представьте, военхиллак. Цундела сацудишду, харшайл разные провокатор, ждук юку Европе, чё. Цервой дой орду, цервой дискредитировать иду, ну и соуцу бишбу, и соуц собой, цервой качирду, войси, кулитердать, и цаума кулитердать, вой двигаться дойтердать, вой соуцу диз, вой соуцу биз в рамках закона. Хамзат говорит, Аслан, где можно посмотреть выступление этого депутата? Хамзат, это выступление, оно у него в Фейсбуке было. В Фейсбуке у него оно было, сейчас я поговорю, и потом уже у меня, кстати, есть на моем канале, есть ссылка на это, там можно посмотреть. Статья, ну, Росбалт, или не Росбалт, как Балт как-то называется, вот этот издание, там было, это у меня в сообществе есть, ты можешь там по ссылке найти. Аслан, не пропускай вопрос, как найти? Валлай, я не видел твой вопрос к Аслану, Бог. Да, я не видел, Хаязин вопрос, умада отцо. Нога, дух мой, да ты посмотри по своим модерским опциям, может я в бане или что, Баркал? Нет, как найти? Ты не в бане, я тебя уже несколько раз зачитывал. Хочешь задать вопрос? Задай, как найти. Ибрахим, Аслан, воевали против Чечении, так же, как чеченцы на волне спецпропаганды 90. И это сам Саакашвили признал и грамотно разъяснил эти исторические события на почве российской имперской политики. Маждада, Имарат Кавказ Йолш Юк Цавахчан, Любойчун, он Иша Герсту, Иша Герсту, Хюжер Шью Мэшду, с утра до вечера телевизор Чуа, Дюш Оранду, все святые. Да. Как найти? Аслан, я 8-й раз ставлю, почему его никто не видит? Почему не вижу? Вот я же читаю твои вопросы. Сейчас я опять перемотаю, и начнется. Давай, вот сейчас давай. Значит, это не так. И ну ладно, отправлю ему на WhatsApp. А я это хоть что. Если переставишь пару слов, может YouTube пропустит. Миром движет эгоизм. Давай посмотрим, может ты мне на WhatsApp пришлешь. Нет, на WhatsApp ты мне не прислал. Баркал Аслангляну. Да, Хамза, тигаем, хажа. Если перестаю. Салам Ашду Масага. Так, время наше заканчивается. Нет, еще у нас 12 минут. Набиль Песенгу. Ассаламу алейкум, Масага. Я не опоздал, просто на фоне вас слушаю. Алейкум салам, Ашвой. Вопрос мощных Алямдизуна. Как найти? Давай его. Вот теперь прислал на WhatsApp. Аслан, ну реально ты будто намеренно игнорируешь мой вопрос. У тебя же есть железобетонная инфа, что Тумсо засланец. Мне наплевать на него. Мне он не нравится по нравственным качествам. Да, конечно, есть информация. Я эту информацию и выдавал, и говорил, и свидетели есть, которую я не представлял. И есть другая информация, которую я пока не могу сообщать. Да, что еще сказать? Да, 90 минут уже, мы заканчиваем.
почему-то Тузика Грузия не выдала. Совпадение. Тузику был нежелательным, и его попросили покинуть Грузию. Мегер дутах, вежери, ежери, Аллах рейс хульшун, дел рейс хуль массерна. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Распространяйте наши видео, распространяйте информацию, правду, доносите до людей правду, чтобы мы могли очистить наше доброе имя от той скверны, которую на нас тоннами льют фашисты из России. Всего самого хорошего. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете, как обычно. И все будет Ичкерия. Ассаламу алейкум. Адикюэль. Всего самого хорошего. До свидания, друзья.